Создание прямой линии взаимодействия между исследователями и чиновниками стало первой темой общего заседания Совета молодых ученых при президенте Абхазии. Руководитель администрации президента Беслан Эшба передал участникам мероприятия приветственные слова главы государства Бадры Гунба. 12 февраля наш президент подписал распоряжение об утверждении состава молодых ученых при президенте. Цели и задачи ни в коем мере не поменялись, они все те же, с которыми вы знакомы. Это означает, что мы готовы плотно с вами взаимодействовать, рассматривать те инициативы, которые вы будете вырабатывать вместе с нами или отдельно. Но все должно работать, мы все прекрасно понимаем, на страну, на улучшение жизни наших граждан в нашей стране. Поэтому мы со своей стороны хотим вас заверить в том, что мы готовы быстро, оперативно с вами взаимодействовать. Премьер-министр республики Владимир Делба отметил важность проведения такого мероприятия, подчеркнув, что без исследований и научных инициатив развивать государство невозможно. На основе и на основании таких фундаментальных, в том числе, исследований рождаются и решения правительства, и решения главы государства, и проекты законов Республики Абхазия. Со своей стороны я вас заверяю о том, что правительство в полном составе полностью готово обсуждать, рассматривать все инициативы. И, откровенно говоря, мы все прекрасно понимаем, что и в правительстве очень много людей трудятся, которые так или иначе связаны с наукой. В Совет входит более 30 молодых ученых. 9 комитетов Совета представляют различные научные направления и объединяют молодых специалистов по смежным научным дисциплинам. Руководство нашей республики обращает внимание на вопросы, проблемы. А проблемы есть серьезные. Науки – это здорово, это хорошо. Но у нас мало времени. Надо двигаться, надо развиваться, надо работать. Вам это хорошо известно. Линда Ампар, кандидат экономических наук, заместитель председателя СМУ при президенте Абхазии, рассказала о текущих задачах и долгосрочных целях Совета. Она также обратилась к руководству страны с просьбой поддержать инициативу учреждения национальной премии «Молодой ученый», направленной на всестороннее поощрение талантливых представителей молодежи. Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию научного потенциала Абхазии. Мы видим поддержку со стороны руководства республики. Это, конечно же, стимулирует нас на общественных началах, без зарплаты, прилагать максимум усилий для реализации намеченных планов. Уверена, что совместная работа администрации президента и Совета молодых ученых выведет абхазскую науку на качественно новый уровень. За небольшой период создания организации члены Совета стали участниками, лауреатами и победителями различных просветительских конкурсов Абхазии и России. В ближайшем будущем планируется проведение Конгресса молодых ученых. Идею его проведения поддержало и руководство страны. Цели и задачи по проведению Конгресса молодых ученых – это первое – консолидация сообщества, то есть формирование постоянной платформы для общения молодых научных сотрудников из различных вузов страны, Абхазского государственного университета, Академии наук Абхазии и других отраслевых институтов. Также это укрепление научного сотрудничества с вузами России и других стран. И очень важно – это интеграция науки и образования. Инициативы мы их немножко так заранее знали, поэтому полная поддержка гарантирована. Я думаю, и правительство, все члены правительства, и главы администрации включатся. Вы прекрасно знаете, что у нас у местных органов госуправления есть специальные молодежные управления и так далее. Все будут подключены для того, чтобы реализовать такой большой проект. Лорена Джинджолия, председатель Комитета сельскохозяйственных наук СМУ при президенте ИРА, представила инициативу формирования государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Абхазии. Каталог должен стать настольной книгой для каждого, кто работает на земле. В нем будут четко прописаны эффективность и дозировка, нормы применения для защиты урожая, класс опасности, что важно. Особенно важно выделить влияние на человека и на пчел, что критически важно для нашего пчеловодства. Мы просим поддержать реализацию данного проекта. Это не просто административная работа, а серьезный научный труд. На мой взгляд, очень важно, наверное, специалисты
в сфере этой должны между собой обязательно обсудить, насколько это у нас быстро должно быть принято, на мой взгляд. Обязательно по завершению сегодняшней нашей встречи попросим коллег с нашего Министерства сельского хозяйства, чтобы создали сначала встречу, потом уже она может перерасти в официальную рабочую группу, ну и, безусловно, будем дальше развивать эту инициативу. Член СМУ Дмитрий Осия подчеркнул, что экспертные наработки молодых специалистов не должны оставаться в столах и предложил создать механизмы, при которых экспертные наработки Совета будут напрямую направляться в профильные министерства и ведомства. Инициативу поддержал руководитель администрации президента Беслан Эшба, подтвердив готовность власти к конструктивному диалогу. Возникает вопрос о выстраивании более системного взаимодействия Совета с органами исполнительной власти, чтобы наши инициативы и экспертные наработки находили практическое применение и приносили реальную пользу нашему государству. У нашего Совета с вами есть положение, по которому мы взаимодействуем. Посмотрим, как работает обратная связь, как пойдут поручения президента по этому поводу, как сработает правительство, надо ли это регламентировать или нет. Практика покажет. На общем заседании говорили и о важности развития абхазского языка, в том числе в цифровой среде, как приоритете для нового поколения ученых. Министр просвещения Хана Гунба поддержала эту инициативу, предложив расширить формат популяризации языка. Айлита Арутюнян, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.